У меня два вопроса. Я зимой снял ролик, его репостнули там телеграм-каналы, и он сколько-то миллионов набрал просмотров. И комментаторы сказали: а что ты зимой снимаешь? Зимой же грязи не видно. Потому что наш город используется в пропаганде, да, что показывают люди вообще в России, там, в Украине, думают, что мы живем только в деревянных домах, у нас все туалеты только на улице. Потому что у нас блогеры очень любят снимать туалеты, деревяшки, помойки и без конца выкладывать в интернет. И весь мир считает, что, значит, нам всем должно быть здесь стыдно жить. Вот. И я, значит, снял летом ролик. Да, и он тоже залетел, и у меня в ТикТоке 2800 комментариев, и все восторженные. Вы зайдите, почитайте, прослезитесь, в каком классном городе вы живете. Вот. Но в якутском инстаграме тоже завирусилось, и там пошли комментарии, что а ты пойди сними Сайсары. Я пошел, снял Сайсары. Я прошелся по Сайсарам, все обошел. Я помню, я там реально утопил УАЗик. Это была улица то ли Притузова, то ли Кочнева, я не помню точно. Но они рядом. Ну, я ехал на УАЗике, там была лужа вот на всю улицу по всей длине. Я на УАЗике заехал, я понял, у меня в салон вода затекает. И я по этой же улице Притузова вот шел, вот буквально когда снимал его, там асфальт. Я вообще ходил, искал тоже, думал, Сайсары заасфальтирован. Вот, вопрос, да, что меня разочаровало, я тоже хочу покритиковать. Что мне не нравится, что в Якутске везде вот это примыкание между асфальтом и бордюром, оно все заполнено вот так песком. По всему городу. В центре дворы, все классно сделано, все отремонтировано. Дворы в центре вообще прекрасно. Вот в этих КПДшках, детские площадки, все. Я так понимаю, что, видимо, так много построили асфальта, да, что просто не хватает вот этих дворников. То есть раньше, когда там была сплошная лужа на всю улицу, на Кочнева, там на Притузова, там дворника, наверное, не было. А сейчас там асфальт, надо вот это примыкание, вот этот песок кто-то должен... Прибордюрка. Да, прибордюрку кто-то должен, значит, подметать. Вот это первый вопрос. Пыль, для того, чтобы от песка уйти, ну, такой ответ устроить, по коммунальной технике нужно увеличивать количество ее. Сегодня у нас выезжает 6 пылесосов, это Бродвей и Скандия. На будущий год нужно закупать и доводить их до 10 штук. Количество асфальтовых дорог растет, соответственно, и количество бордюров растет. Раньше, если бордюров не было, на обочину шел, ты ее не замечаешь. Сейчас она, поэтому нужно увеличить количество техники. И я надеюсь, нас поддержат и депутаты республики, и глава республики, что вот по столичным функциям мы будем просить дополнительные деньги на коммунальную технику. Целевым образом. Нужно дополнительно закупать пылесосы и универсальные машины дорожные. Песок. Значит, по песку следующая история. Дождь, когда, обратите внимание, пойдет дождь, на выезд с асфальта, с грунтовой дороги сразу же появляется песок. Вот. И если в городе 2 недели нету дождя, то в центральной части под бордюрами вы не увидите песка. Только ночь идет дождь, завтра опять же этот песок появляется там. Поэтому первое стратегическое — это дальше асфальтировать внутриквартальные дороги, дворовые территории. И по максимуму из центра идти, чтобы не оставалось клочка земли, который не заасфальтирован, либо не имеет... И вот эта пыль уберет, да? Момент пыли. Это уберет песок, который появляется с колес машин. Это раз. Второе. У нас город сейчас испытывает строительный бум. По факту. Город, по сути дела, большая стройка, которая требует также расширения инфраструктуры. Поэтому второй бич — это поднятие культуры труда. У нас, к сожалению, со строительных площадок техника не выезжает практически с чистыми колесами. По идее, мы обязываем, штрафуем, но это же опять самосознание того строителя, кто там работает. По идее, пункт мытья колес выехал, там не только же песок, там цемент, бетон, это все потом остается. Третья причина — это большегрузная техника, которая едет с открытыми тентами. Да, оттуда мусорка. Эти люди просто тоже неуважение ко всем. Я мотоциклист сам, я просто ненавижу их. Ты, ладно, там песок, ты едешь за ним, а у него щебенка разлетается в разные стороны, у тебя визор лопается, но если ты неопытный мотоциклист, ты можешь убиться вообще, в принципе. Вот эти 3 фактора, которые только операционная работа. Это то, что каждый день мы сами производим.
Теперь, исходя из того, что нужно сделать. Первое, это ливневку. Если мы сделаем, песочек будет уходить в воду. И мы вычищать потом будем ливневую канализацию от песка. Это поможет. Значит, что касается зимнего, мы зимой без малого более 30 тысяч кубов песка сыпем как противогололедный материал. К сожалению, использовать соль мы не можем, поскольку она будет негативно влиять на вечно мерзлые грунты. Произойдет засаливание грунтов. Однако сейчас вот коллеги нашли где-то, значит, в России химические реагенты, которые не влияют отрицательно на вечную мерзлоту. Отсев. Было очень большое количество обращений, что лакокрасочное покрытие ломает. Но реагенты тоже, они же коррозия металла будет. Вот поэтому перейдем на реагенты, пойдут тоже где-то недовольные. Поэтому здесь будем искать какой-то вариант. По крайней мере, на кольцевых мы остались на отсеве, потому что он безопаснее, меньше ДТП, тормозной путь меньше. Будем использовать, смотреть варианты использования. Уходить от песка надо. Максимум нужно уходить от песка. И так его много. Мы еще и зимой усугубляем эту ситуацию. Поэтому, когда весной происходит оттайка, самый неблагоприятный месяц с точки зрения эстетики и визуальной — это апрель месяц. В апреле Москва цветет и пахнет. Сюда приехал, здесь лужи, грязь. Второй вопрос, значит, такой. Опять-таки к этим комментариям в интернете, да? В Телеграме там жители Якутска комментируют: вот ты врешь, там у нас все плохо, я живу плохо, мой район плохой, мой это. Но все же эти люди где-то работают. Они живут в Якутске и работают в якутских предприятиях, да? Они же здесь живут. И вот давайте посмотрим, как якутские предприятия относятся к своей вот этой придворовой территории. Я даже могу так взять прямо с площади Ленина, да, вот. Художественный музей. Вот пройдите там вот этот самый фасад. Бурьян растет. Там бурьян, что-то какой-то граффити, штукатурка облупил. Неужели работникам музея не стыдно в художественном музее работать и содержать свой фасад в таком состоянии, да, что гостям города стыдно показать. Дальше Комдрагмет. Там вот такие вот эти стоянки, значит, эти наши знаменитые эти пеньки. Почему они не могут его убрать? Дальше идем, там ЗАГС. У него забор вот так вот перекосило. Это ЗАГС. Люди там женятся. Почему вот этот ЗАГС не может поставить вопрос? Вот я только вот по порядку. Если пойти туда дальше, да, почему работникам вот этих наших предприятий не стыдно работать в этих офисах, а сидеть, значит, в комментариях строчить без конца критику им вот не стыдно? Просто хотя бы, вот я могу для примера русский театр привести. Там вообще вокруг все вылизано, там все убрано. Или там Сургутнефтегаз. Там видно, что руководство, вот второй мой вопрос такой: как вот вы хотите и руководителей предприятий, и их сотрудников как-то мотивировать на то, чтобы они наконец-то начали к своей территории относиться по-хозяйски? Слушайте, здесь вопрос. Мы позапрошлом году с горем пополам, с боем приняли правила благоустройства, на которые здание по периметру собственник несет ответственность по содержанию санитарному. Столкнулись с очень большим сопротивлением как раз таки с предпринимательского сообщества. Очень против этого выступает наш омбудсмен за предпринимателей. Считает, что предприниматели не должны следить за фасадами. Считает, что дизайн-код должен быть только на проспекте Ленина, все остальные улицы пусть. Ну, это вот мнение лично Кычкиной. Здесь я не согласен с этим мнением. Я считаю, что предприниматели и собственники зданий могут нести ответственность по периметру своего здания, как это сделано во всем мире. Как это существует, иначе не было бы Казани, не было бы Москвы, не было бы того уровня благоустройства, который там есть. Это полностью взяли пример с них. Вот. И сейчас мы применяем эту практику по правилам благоустройства, просим содержать в должном состоянии фасады и территорию по озеленению и по санитарной очистке. Ну, штрафуем, только так. Ну, та же стоянка аэропорта, да? Стоянка аэропорта — это не стоянка, это же еще раз повторяю, площадка по проекту межевания, проекту планировки, там объект, здание должно быть.
Там и Просто должны перекрыть там движение, все. они просто должны огородить его, но от этого кому легче будет сейчас. Спасибо. Спасибо. Максиму, смотрю.